Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И первый заместитель общества с ограниченной ответственностью «Оникс» Саидхасан Дадакаев. Маршал. И сразу переходя к нашему разговору. Общество с ограниченной ответственностью «Оникс». Что это? Прошу. Разъяснение ваше для наших телезрителей. Общество с ограниченной ответственностью «Оникс» в 2018 году получило статус регионального оператора по обращению с отходами. И с этого момента основной деятельностью регионального оператора является сбор, транспортировка, утилизация, переработка твердых коммунальных отходов. Это и есть «Оникс». Мусора. Это и есть «Оникс». Вы единственный оператор на территории Чеченской Республики? На территории Чеченской Республики «Оникс» является единственным региональным оператором, и зоной охвата являются все населенные пункты на территории нашей республики. Это для того, чтобы наши телезрители знали, что других операторов нет, есть единственный «Оникс», и все. Да. Хорошо. Саидхасан, а как давно компания «Оникс» работает в сфере обращения с отходами на территории Чеченской Республики? Да, вы были созданы, но когда начали работу? Сразу или через какое-то определенное время? Именно с момента получения статуса деятельность по обращению с отходами начата в мае 2018 года. Так. И с тех пор, как говорится, полностью все население, все юридические и коммерческие организации, которые осуществляют свою деятельность, все население, живущее на территории республики, охвачено услугой регионального оператора. Услуга оказывается в соответствии с утвержденными графиками, и деятельность ведем вот в таком ключе. И какими они были для фирмы эти годы? В плане развития? В плане развития, в принципе, само заключение соглашения с Министерством строительства Чеченской Республики уже подразумевало какой-то, скажем, ресурс, наличие ресурсов у регионального оператора. Естественно, были трудности, связанные с определенным непониманием части населения необходимости предоставления данной услуги. Это было связано с тем, что в основном в сельских населенных пунктах, которые, скажем так, расположены немножко на периферии, эта услуга никогда не оказывалась. И поэтому население было в некоторой части не совсем готово воспринять, но мы это преодолели, и на сегодняшний день компания работает, развивается, закуплена вся необходимая техника, как вы можете наблюдать на улицах республики. Техника соответствует всем требованиям, установленным федеральным законодательством, нормативными актами Чеченской Республики. Техника оснащена спутниковой системой навигации. То есть мы уже такой оператор, который твердо стоит на ногах. Да, я могу с уверенностью это сказать. Региональный оператор твердо стоит на ногах, и в рейтинге региональных операторов, который ведет Российский экологический оператор, деятельность регионального оператора по Чеченской Республике признана устойчивой. Приятно слышать. Давайте проясним основные аспекты обращения с отходами. Прежде всего, что такое твердые коммунальные отходы? Каковы особенности обращения с крупногабаритными отходами и строительным мусором, в частности? Какова установленная периодичность, скажу так, вывоза мусора? Вот такой большой вопрос, где несколько вопросов. Я надеюсь, я правильно вашими терминами все вам сказал, задал вопрос, прошу. Терминология, любая сфера деятельности, она подразумевает применение правильной терминологии, и то законодательство, которое регулирует эту сферу деятельности, характеризует твердые коммунальные отходы, это как предметы быта, утратившие свои потребительские свойства, и именно те, которые формируются в жилых помещениях. Это ТКО? Это ТКО. Твердые коммунальные отходы – это предметы, утратившие потребительскую ценность и формирующиеся в жилых помещениях, и сходные по составу, которые формируются, скажем, в служебных помещениях, в коммерческих организациях, в том числе на предприятиях общепита и во всех таких подобные тем, которые характеризуют первая графа. Это в просторечии мусор, который
формируется в жилых помещениях. К нему не относится строительный мусор, не относится к этому опавшая листва, не относятся продукты растениеводства, животноводства, которые может быть в частных подворьях. Крупногабаритные отходы, а им непосредственно тоже относятся к твердым коммунальным отходам. При обращении с крупногабаритными отходами есть определенные особенности. Для крупногабаритных отходов это имеется в виду бытовая техника, мебель, тоже, как говорится, которая не нужна уже потребителям. Для них устанавливается периодичность вывоза. Они на контейнерных площадках или должны быть специальные площадки для КГО, или они складируются рядом с контейнерными площадками. Региональный оператор вывозит их в процессе своей деятельности уборки контейнеров. Очередность вывоза мусора. Какая на сегодняшний день? Очередный график вывоза мусора установлен в многоквартирных домах, где есть контейнерные площадки. Мусор выводится ежедневно у юридических, коммерческих организаций по мере накопления из контейнеров. В частном секторе, где отсутствуют контейнерные площадки, периодичность в разных населенных пунктах по-разному. 2 раза в неделю, бывает 1 раз в неделю. Это зависит от формирования мусора и его объемов. Данные графики согласованы с соответствующими службами, и на сегодняшний день в основном они соблюдаются, в принципе, можно сказать, да. Бывают, конечно, некоторые срывы, но это по большому счету. Это частный случай, так можно сказать. Это частные случаи. Хорошо, а какие виды отходов не подлежат вывозу региональным операторам в рамках установленного тарифа? Скажу так. Не подлежат вывозу региональным операторам в рамках существующего тарифа строительный мусор, отходы от, скажем, зеленых насаждений, имеется в виду листва, обрезки деревьев и прочее, они в рамках существующего тарифа не подлежат вывозу региональным операторам. А они так остаются или кто за это отвечает? За их вывоз? За их вывоз отвечает управляющие компании в многоквартирных домах, и в случае, скажем так, сбора этого они не могут быть категорически, скажем, складированы в контейнерах для вывоза такого. Они могут быть собраны в отдельные пакеты, сложены рядом, и путем найма какой-то дополнительной техники управляющими компаниями должны быть вывезены на полигоны утилизации. Хорошая информация для наших телезрителей. Скажите, является ли заключение договора на вывоз ТКО обязанностью, я говорю, обязанностью гражданина, или это право добровольного желания? Заключение договора с региональным оператором является обязательным вне зависимости от желания. Почему? Потому что осуществление вот этой коммунальной услуги, оно непосредственно связано с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения региона, а также и экологическим благополучием. Поэтому вне зависимости от желания каждый потребитель, проживающий в зоне охвата регионального оператора, с момента начала деятельности, с момента публикации в соответствующих средствах информации в течение 16 дней, если не представил свою заявку на заключение данного договора на письменном носителе, считается договор заключенным в соответствии с типовым договором, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации. То есть гражданин, скажем так, который думает, что он сам выбрасывает мусор, ему договор не нужен, это, скажем, подпадает под действие статьи административного кодекса, самовольное обращение с отходами. За это предусмотрено определенные санкции в виде штрафные санкции и определенное наказание. Да, это категорически запрещено законом. Договор должен быть? Договор должен быть. Договор есть на всех потребителей, проживающих здесь. И наличие его на письменном носителе и подпись одной из сторон, наличие подписи одной из сторон не является обязательным условием. С момента начала деятельности, с момента вывоза твердых коммунальных отходов на определенном участке начисление производится в соответствии с тарифом, утвержденным Государственным комитетом цен и тарифов, и исходя из норматива, утвержденного органом исполнительной власти. Хорошо, а каковы действующие тарифы на услугу по обращению с ТКО Чеченской Республики? Каков срок внесения платы за вывоз ТКО? И каковы доступные способы оплаты данной
услуги у нас в республике? На сегодняшний день тариф за вывоз твердых коммунальных отходов установлен в размере 495 рублей 0,3 копейки. Это мало что может говорить о населению. Почему? Потому что это плата за 1 куб. Расчет платы конкретно с человека выводится из нормы выработки мусора и тарифа. В данном случае сумма вывоза колеблется от 76 рублей до 85 рублей в зависимости от типа жилья и населенного пункта. В целом, вот этот тариф с одного человека имеется в виду. И та статистика, и та абонентская база, которая у нас есть, то начисление, которое мы производим, оно в среднем, я имею в виду в среднем, бывает меньше, бывает не превышает 300 рублей с семьи. 300 рублей с семьи. 300 рублей с семьи. И тогда тут вот такой вопрос у меня. Различается ли размер оплаты для многоквартирных домов, частного сектора, государственных и коммерческих структур, предприятий? Для многоквартирных домов он составляет 76 рублей, для частного сектора 85 рублей. Да, различается. Это зависит от метода, способа вывоза. И вот такая разница, такая градация существует. Она в принципе незначительно. Для юридических и коммерческих организаций разницы нет. Вывоз 1 куба, обращение с этими отходами в размере 495 рублей. Это единый тариф и вне зависимости от, скажем так, статуса потребителя. И договор должен быть у всех? Договор должен быть у всех, однозначно. Разницы нет. Частный сектор, предприниматель, государственная структура. Никакой разницы в этом нет? Нет никакой разницы. Договор обязательно для всех категорий потребителей. А предусмотрены ли льготы на оплату услуг по сбору и вывозу ТКО для отдельных категорий граждан? Есть ли вот такая вот услуга? Льготы по данной услуги, да и по другим уже их не существует. Единственное, если, например, общий совокупный доход семьи потребителя не соответствует установленным требованиям, они могут обратиться в подразделение Министерства труда и социальной занятости за получением субсидий на оплату коммунальных услуг. Это в общем порядке. Это в общем порядке? В общем порядке. Отдельно по твердым коммунальным отходам никаких льгот не предусмотрено. Не предусмотрено. Вот такая информация, она очень полезна, и спасибо, что вы сегодня пришли и это все вот так подробно разъясняете. Продолжаем. Скажите мне, обязаны ли садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан заключать договор на вывоз ТКО? Вот такой тут вопрос тоже возникает. В общем порядке все юридические лица с момента регистрации обязаны представить свою заявку, в которой будет отражено количество, объем твердых коммунальных отходов, которые у них организуются, и заключается договор на вывоз этих отходов, в том числе с территории дачных некоммерческих организаций. Да, для них тоже обязательно, как и для всех категорий. То есть мы сегодня с вами разбираем 3-4 даже направления. Частный сектор, коммерческий сектор, государственный сектор и садоводы, скажем так. И тут у всех все одинаково. И договор. Да, и наличие договора, обязанность вносить плату за предоставляемую коммунальную услугу, это в общем порядке, в силу закона оно касается всех категорий. И то, что, опять же, нам это не нужно, мы сами вывозим, мы не будем заключать договор, тут это неуместно. В связи с реформированием данной отрасли внесены изменения в законодательство, и любое лицо, будь то юридическая, коммерческая организация, или не имеет права самовольно обращаться с отходами. Связано это с важностью данной сферы именно в целях экологического благополучия. А какая ответственность предусмотрена за организацию несанкционированных свалок отходов и каков порядок их ликвидации? Организация несанкционированной свалки или, например, перемещение мусора в несанкционированное место административным кодексом, той же статьей 8.2, у нее есть различные части, и в зависимости от категории нарушителя штрафные санкции за организацию свалки
на физическое лицо примерно от 10 тысяч до 20, до юридических лиц доходят до 250 тысяч рублей. В том числе вывоз на транспорте, самовольный вывоз на транспорте и, скажем так, вывалить мусор где-нибудь на обочине, в овраге или в другом месте, это грозит физическому лицу до 30 тысяч рублей штрафа. Это преследуется законом. Это преследуется законом, и, скажем, те организации, которые призваны осуществлять правоохранительный надзор в данной сфере, очень жестко это пресекают. А каковы меры ответственности за нарушение правил обращения с отходами? Какие последствия наступают в случае неуплаты за вывоз такового? Ну, в случае неоплаты начисленной платы, это как и во всех коммунальных услугах, это влечет применение пени, начисление пени, это обращение в суд. Естественно, до этого досудебного уведомления, обращение в суд за получением судебного приказа о взыскании. И, естественно, в процессе вот этого решения суда налагает на потребителя, во-первых, обязанность оплатить данную услугу. Это судебные издержки в виде государственной пошлины. Кстати, с сентября прошлого года она увеличилась кратно, составляет на сегодняшний день 2000 рублей. И более того, если, например, данное дело дойдет до службы судебных приставов в случае неоплаты добровольно, в том числе и исполнительский сбор. Так что именно учитывая, что по республике среднемесячное начисление не составляет более 300 рублей, я бы рекомендовал своевременно оплачивать данный вид услуги, как и все остальные, между прочим. Почему? Потому что услуга, предоставление этой услуги требует определенных затрат, как финансовых, так и трудовых, скажем так, рабочие, техника. А это все требует оплаты, и от качества и своевременности оплаты коммунальной услуги будет зависеть качество предоставления услуги. Допустим такую ситуацию. Гражданин определенный не оплачивает за вывоз такого месяц, 2 месяца, я не знаю, такой срок допустим или нет. Вывоз мусор вы будете производить? Обязательно вывоз мусора вне зависимости от оплаты. Это, скажем, обязанность регионального оператора взыскивать те расходы, которые они понесли в результате предоставления услуги. Даже в отличие от других видов коммунальных услуг, где предусмотрено отключение от подачи услуги, именно учитывая важность данной услуги, учитывая, скажем так, опасность для здоровья, для благополучия экологического, законодательством запрещено приостанавливать услугу по вывозу мусора, даже если человек не оплачивает. То есть вы не останавливаете вывоз мусора? Вывоз мусора не останавливается ни под каким предлогом. Он не может быть остановлен в силу закона. Вот этого я не знал. Но сумма, тем не менее, будет взыскана все равно. Вот что я хотел впоследствии у вас спросить. Сумма будет взыскана. Это не значит, что будет возить бесплатно. Заплатить все равно придется. Придется, несомненно. Лучше до этого не доводить. Лучше платить каждый месяц строго, как и положено, за вывоз мусора. Да. Хорошо. А кто отвечает за содержание контейнерных площадок, скажем так, и поддержание порядка вокруг таких площадок? Что делать, если мусор не вывозят своевременно? Куда обращаться? И такое может быть. Согласитесь? Да, конечно. Все, все мы люди, как говорят, все человеки. Как тут, куда обращаться? И кто отвечает за контейнеры, за площадки, за поддержание порядка? Постараюсь ответить по очереди. Прошу. Содержание площадки законодательством возложено на собственника площадки. В данном случае представителями собственников в многоквартирных домах является управляющая компания. Содержание площадки в надлежащем состоянии, скажем, ее своевременный ремонт, уборка на площадке, вокруг площадки возложено законом на управляющую компанию. А региональный оператор отвечает за мусор с момента погрузки в спецавтотранспорт, и далее следует транспортировки и остальные дальнейшие действия. Куда обращаться, если своевременно мусор не вывозит? Все. Допустим такую ситуацию, прошу.
Да, обращаться в случае, скажем, предоставления услуги ненадлежащего качества, это имеется в виду срыв графика или еще что-то, ну, в первую очередь нужно обратиться к потребителю и поставить в известность общество с ограниченной ответственностью. Это через районные филиалы, через центральный, как говорится, офис в городе Грозном, в аварийно-диспетчерскую службу и выяснить причину непредоставления услуги. После этого фиксируется такое заявление, и в случае, если факт оказания услуги ненадлежащего качества, это регулируется 354-м постановлением правительства Российской Федерации, естественно, принимаются все меры к своевременному, во-первых, вывозу, и если, например, срок вывоза, вернее, срок непредоставления услуги подтвердится, в этом случае законодательством предусмотрено произведение перерасчета именно за тот период, в который услуга не была оказана. Но до этого мы стараемся не доводить, и в случае уведомления о том, что есть определенная задержка в предоставлении услуги, максимально быстро все, что скопилось, скажем так, за определенное время, но оно, в принципе, не может превышать долго, и все это вывозим, и, скажем так, в рабочем порядке эти вопросы решаем. Надеюсь, что до этого доходить не будет. Мусор вывозится и будет вывозиться своевременно. Мы тоже на это надеемся. И стараемся. Хорошо, что наши мнения, они одинаковы. Хорошо, смотрите, с 1 сентября, насколько я знаю, 2025 года, текущего года, вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Таково, как мы их называем. Что это за правила? Расскажите поподробнее. Что мы должны знать тут? В принципе, вот это 293-е постановление правительства, которое утвердило новые правила, оно в большей части касается не то чтобы населения, ну, в какой-то мере и населения в том числе, в основном регулирует правоотношения в сфере, вот, скажем, управляющих компаний, регионального оператора, остальных лиц, которые задействованы. В основном это те вопросы, которые с начала действия реформы возникли в правоприменении, и там идет четкое разграничение, в том числе и по содержанию контейнерной площадки, по другим вопросам, которые возникают у юридических лиц в данной сфере. Именно разграничение ответственности, более ясное, более четкое разграничение ответственности в данной сфере. В том числе и порядок заключения договора, те вопросы, те нюансы, которые возникали при заключении договора с юридическими лицами. Почему? Потому что заключение договора и подпись сторон, когда я говорил, население это типовой договор, то в отношении юридических лиц требовалось или факт совершения конклюдентных действий, это значит факт вывоза и обязательно договор на бумажном носителе. Сейчас эта норма немножко устранена. Региональный оператор, если ему станет известно о деятельности какой-то коммерческой организации, направляет ему заявку на заключение договора, и в течение 10 дней, если эта заявка, этот проект договора, подписанный, не вернется к региональному оператору, договор с ними тоже считается заключенным, и на них производится начисление согласно нормативу. Вот такого рода моменты в этом постановлении разграничены, и оно, в принципе, надеюсь, очень поможет, в том числе региональному оператору, осуществлять свою деятельность и вносит ясность для тех лиц, которые вырабатывают мусор, но не совсем добросовестно к этому относятся. И тут мой последний вопрос. В чем основная сложность работы оператора на сегодняшний день? Оникс. Основная проблема регионального оператора на сегодняшний день, это, кроме недобросовестных плательщиков, это кадровый голод, нехватка рабочих на погрузку, нехватка квалифицированных водителей и, скажем так, попадание в контейнеры предметов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Это в результате, скажем так, то ли безалаберности тех людей, то ли еще по каким-то причинам, что очень сильно мешает работе регионального оператора, портит технику. И, пользуясь случаем, попросил бы всех жителей, которые пользуются контейнером в многоквартирных домах,
с уважением отнестись к работе регионального оператора, к имуществу, которое республика закупила, это более 7-8 тысяч контейнеров. Они, и контейнеры, и техника ломаются вследствие того, что в контейнеры загружаются те предметы, которые там не должны были находиться. Это кирпичи, остальные строительные материалы, в том числе и бетонные составляющие. Хотел бы попросить, чтобы их туда не бросали. Спасибо. Я надеюсь, что вас услышали те, кому нужно услышать. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Спасибо вам, что пригласили. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И первый заместитель общества с ограниченной ответственностью «Оникс» Саид Хасан Дадакаев. Вы сами все слышали. Надеюсь, повторять не нужно. Оплачивайте своевременно за вывоз мусора, скажу по-простому, чтобы всем было понятно. И никаких проблем возникать не будет. И особенно для здоровья. И не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.